Милләттәшләр, рәхмәт чакыруыңыз өчен. Добрый день, уважаемые соотечественники. Спасибо большое за приглашение. На самом деле, тема татарских заимствований в русском языке – это очень сложная тема. Пока готовился к сегодняшнему мероприятию, пролистал огромное количество научной литературы. По сути, пролистал также весь фонд Российской государственной библиотеки относительно какие есть исследования, какие есть кандидатские, докторские диссертации именно на тему татарские заимствования в русском языке. К сожалению, ни одной диссертации, ни одной, так скажем, серьезной публикации на эту тему не имеется. Чем это связано, мы с вами будем попытаться с вами вместе найти ответ. Прежде всего, хочу обрадовать вас тем, что, в принципе, есть публикации, есть серьезные труды относительно тюркизмов в русском языке. Именно тюркизмы в системе заимствования русского языка, либо тюркизмы в русском языке. Поэтому, в принципе, когда мне организаторы обратились относительно темы татарских слов в русском языке, в принципе, первая мысль тоже, которая пришла, примерно то же самое было, как именно разграничить, где татарское слово, где любое другое тюркское слово, допустим, будь это азербайджанское, узбекское, турецкое и так далее. Но, тем не менее, попробуем, давайте вместе разобраться примерно пока теми материалами, которые существуют, именно это те, которые пока описывают нынешнее состояние, это как раз наличием тюркизмов в системе заимствования русского языка. Самый главный специалист по тюркизмам в русском языке – это Румия Айнудиновна Юналеева. Я поэтому свое сегодняшнее выступление вижу больше всего, прежде всего, как более ознакомительное по проблемам именно татарских слов, татарские заимствования в русском языке, поэтому буду преподносить вам некоторые фамилии, возможно, некоторые книги, если будет необходимость, то, что мне удалось найти, я готов с ними поделиться, поэтому я буквально некие ознакомления только сделаю, кто изучал, что говорил, как освещали и что можно найти, и это пусть будет таким буквально, можно сказать, началом, потому что тема огромная и невозможно за небольшое выступление охватить. Но, тем не менее, вот именно Румия Айнудиновна Юналеева, это, к сожалению, ее уже давно нет вместе с нами, но она закончила выпускницей Казанского государственного университета еще в 1954 году и с тех пор работала в Казанском государственном университете и возглавляла кафедры, работала очень много у нее трудов. Именно на эту тему она автор словарей, это и татарско-русский словарь, и русско-татарский словарь, и подготовила много ученых, именно работающих как раз по двуязычию, либо по многоязычию. И выпустила книгу «Тюркизмы в русском языке» в Казани в 2000 году. Вот эту книжку, в принципе, можно найти в цифровом формате, и много интересного можно найти. Но сразу же оговорюсь и скажу, что труды уважаемые наши ученые Румия Айнудиновны Юналеева, они пришли в основном на советский период. И в советскую эпоху, как мы знаем, что многие моменты были закрыты именно национального характера, да, прежде всего это и тема и татарской государственной, тема Золотой Орды, и многие моменты, поэтому в основном освещались, преподносились немножко под своим соком. Поэтому тюркизмы, если мы говорим, подразумевается все равно в основном татаризмы. Поэтому даже если читать ее труд тюркизма, это в основном и есть татарские слова. Поэтому в своем труде она как раз останавливается прежде всего на том, что вообще, что такое заимствование. Вообще слово заимствование
прежде всего, именно как определение слова заимствование, что это такое. Прежде всего, можно сказать, что это некие особые слова, которые употребляются для того, чтобы именно показать, именно насколько механически переносится именно некий язык, рецептор, новые смыслы, новые языковые оболочки. И тем самым здесь происходит, что именно с этимологической точки зрения заимствование, в принципе, это то же самое слово. Просто если рассматривать его в неком историческом развитии, то можно увидеть, что, в принципе, да, есть тут некие новые слова, либо в начальном этапе это, можно сказать, даже некие как чужое слово, но потом это слово становится уже как своим, именно определенный период. И, в принципе, никаких особых, можно сказать, каких-то особенностей могут и не заметить. Поэтому, в принципе, заимствованное слово или заимствование, которое применяется к иноязычным словам, имеет и определенные периоды вхождения, и по той или иной причине могут они, и, в принципе, и утратить свои особенности. И, тем не менее, по отношению к освоенным словам, вообще как такое определение, можно сказать, буквально условно. Вообще в российской грамматике, либо российской науке, русской грамматике термины вообще, можно сказать, как направление изучения заимствованных слов, прежде всего под заимствованием они рассматривали западноевропейские заимствования, а такие как ориентализмы либо тюркизмы в основном старались не затрагивать. И тем не менее, прежде всего при изучении такой проблемы всегда старались указывать именно какой удельный вес именно генетически различных иноязычных слов того или иного пласта русской лексики, да, какая история функционирования и современный их статус, какая специфика различных слов с исконной лексикой и какие есть особенности. Но, тем не менее, именно те сведения, которые имеются, и те научные исследования, которые есть о тюркизмах, они не могут полностью удовлетворить, поскольку именно как язык-источник и хронология вхождения именно в русский язык в лучшем случае классифицирует по тематическим группам и отмечает именно признаки, больше всего фонетико-морфологические и семантические освоенности тюркских слов по происхождению лексем. И прежде всего хочется сказать, что исследования, которые проводились и с Юналеевой, и другими исследователями, они прежде всего показывают, что русский язык, в принципе, все время пополнялся иноязычными словами и пополняется до сих пор, меняется только время, исторические условия, и меняется круг контактирующих языков, вместе с этим и меняются пласты воспринимаемой лексики. И русский язык, иноязычные слова, которые вошли, они имеют много разных тем. Однако, прежде всего, есть и определенные специализации. Прежде всего, характерно считать, что, например, старославянские представления в русском языке – это преимущественно отвлеченные понятия, как, например, греко-латинские заимствования, они в основном легли в основу обозначенных многих абстрактных понятий, обогатили научно-философскую, именно политическую терминологию, а немецкие слова обогатили военную, профессиональную, техническую и административную лексику русского языка. А заимствования из английского и голландского языков пополнили больше морскую лексику. Морскую лексику, а также спортивную терминологию, а итальянские слова это больше всего проникли в сферу искусства. Что же касается именно тюркских слов, то прежде всего они представлены преимущественно названиями, относящимися к быту. Именно, то есть тюркизмы – это в подавляющем большинстве бытовизмы, то есть
именно в этом и заключается их особенность с точки зрения семантических примет. И такова была точка зрения именно больше всего и советской науки, и той науки, которая потом предшествовала советской науке. Это уже вот российские исследователи именно больше всего именно показывают, что тюркизмы, они в основном как бытовизмы. Здесь есть своего рода особенности, поэтому на них еще мы буквально чуть попозже еще остановимся. Дальше следующая особенность. То есть первая особенность именно тюркизмов, это в основном указывает, что они указываются как бытовизмы, то есть это в основном бытовая лексика. Вторая особенность характеризуется тем, что именно больше западноевропейские заимствования, им было присуще узкая сфера функционирования, а именно тюркские слова не было таких узких рамок, и поэтому в основном они применялись в русскую языковую сферу в качестве однозначных слов и обозначали конкретные бытовые реалии широкого использования. В принципе, вот именно как бытовизм, условно называемый, так называемый, помогало реализоваться именно тюркизмом, именно как однозначным словам, которые уже имели конкретные значения. Дальше третья особенность, и это, возможно, самая главная особенность, которую хочется отметить тюркизмом, так же, как и татаризмом, так скажем, да, татарским словам, это что западноевропейские слова, если они именно проникли в основном через такие сферы, как газеты, научные стили речи, то именно тюркизмы, они прониклись как активный процесс, как основной активный процесс, и они проникли устным путем. И им характерен именно заимствование больше всего, больше как через общение, через активную коммуникацию. И иноязычные слова, которые входят письменным путем, и так иначе они подчиняются определенным грамматическим нормам именно воспринимаемого языка. И хотя имеют некоторые колебания, но все-таки они имеют определенные типизацию, унификацию, и поэтому по сравнению с устным воспроизведением они более четко уже выражены. А вот именно что касается устный путь проникновения тюркских слов, то это отражается уже в определенных нормах, которые они применяются. Поэтому именно этот путь, что в основном они проникли через устный, то это порождало проявление многообразных вариантов заимствований. Поэтому тюркизму присущи вариантные формы. Прежде всего, например, в литературную речь вошли разные варианты слов. Например, когда имеется в русском языке как и чемодан, чемодан, либо чумадан, то же самое, например, тасма, имеет формы как и тесьма, тесма, и тясьма. Поэтому такая многообразность, она указывается, характеризуется тем, что именно в основном они проникли через устную речь. Хотя многообразность, она тоже характерна для диалектных тюркизмов, поэтому, возможно, это тоже касается, отражается о том, что это сохраняется им в настоящее время. Поэтому, например, такие слова, как елань, алань, либо ялань, имеют разновидности, либо то же самое бахча, бакча, бахша, либо бохча, бокча, так же как изюм, либо узюм, амбар, онбар, анбар, амбар, да, и так далее, имеют разные вариантности, поэтому не всегда они иллюстрируют именно нормативность устной речи в действии. Поэтому эти особенности указывают, что тюркизмы, они проникли и, исходя из этого, имеют ненормированность и вариативность в русском языке. Следующая особенность именно тюркских слов, то же самое, о котором мы говорим, и характерны татарским словам, это именно в разносторонних лексико-семантических преобразованиях, которые происходили в русском литературном языке, это больше всего даже начиная с 1-3 XVIII века, это
выступал процесс развития переносных значений. Получается, те характерные значения, которые были исконно русские, такие они переносились и заимствованными словами. Поэтому тюркизмы, которым свойственно было изменение в семантике, выходили за пределы первоначальной сферы функционирования и также начали приобретать и переносные значения. К таким переносным значениям можно прежде всего отметить, что, поддаваясь вот этой общей языковой тенденции, будучи по своей исходной семантической позиции бытовыми словами, приобретали переносные значения, проникали в пределы различных терминологических систем и сферу именно уже отвлеченных понятий, представления, например, серьги, украшения, не только украшения, да, а также и применялось как отростки у петуха и курицы под шеей, либо цветы, как, например, как колпак, как вид головного убора. Например, как кайма – это деталь одежды и узкая полоса чего-либо. Таким образом, происходило и некоторые преобразования в значениях. То же самое происходит и когда уже переходит процесс заимствования как из западноевропейских языков, была характерна им именно дуплетность наименования, то есть лексическая избытность. То есть наряду с теми словами, которые были в русском языке, западноевропейские слова предлагали еще свои слова параллельно. Это, например, как сегодняшний день мы, например, применяем слово, например, наряду со словом игра, либо гейм, либо игрок, геймер, разные такие слова. Больше тюркские слова, те самые как татарские слова, они в основном указывали на название новых, жизненно важных в повседневном быту реалий, такие как, например, сундук, амбар, тулуп, карман, либо и так далее, и заполняли уже свободные ячейки номинальной шкалы. То есть тюркские, татарские слова заполняли свободные ячейки, а европейские слова в основном они уже продублировали те слова, которые являлись дубликатами тех слов и понятий, которые уже, в принципе, существовали в русском языке. Поэтому, когда уже потом происходили процессы, например, вживания в русский язык, например, да, обрастая переносным значением, в плане тюркизма начали утрачивать именно некие монопольность лексемы, пополняли ряды лексик-семантической избыточности. И именно когда европейские слова, да, а именно тюркизмы, они в основном сохранялись в первозданном виде, потому что они заполняли, как мы говорили, свободные шкалы. У них не было дубликатов русских слов, либо европейских слов. Поэтому, когда уже лексическая избытность началась примерно в XVIII веке в русском языке, прежде всего, вот, когда началось именно пуристическое настроение, ощущение русского языка от разных иноязычных слов, иностранных слов, прежде всего, эти движения коснулись западноевропейских слов, а только потом уже пришли, так скажем, таким тюркоязычным словам, тюркизмом и татаризмом. Поэтому, в принципе, многие, несмотря на это, большая часть именно тюркского пласта, она сохранилась не в первозданном виде. Поэтому такие слова, как, например, как аршин, барыш, башмаки, допустим, деньги, кирпич, они сохранились в неизменном виде. Только по устаревшей тенденции некоторые слова, они были исключены из повседневного оборота, но, тем не менее, такие слова все равно имеют свое сохранение, свое значение. Я, помимо этих трудов, хотел буквально еще более свежие, несколько, но более молодых ученых тоже обозначить и сказать для желающих, возможно, кто еще захочет углубиться в этой теме. Молодая ученая Каримуллина, она как раз исследовала особенности этимологической характеристики тюркских заимствований в толковых словарях русского языка и приводит очень интересные исследования на основе материалов
именно этимологических словарей, либо толковых словарей, и находят, приводят более, допустим, толковом словаре русского языка находят 503 тюркских заимствований. Не всегда они подтверждены о том, что с какого конкретного языка они исходят, но в большинстве случаев эти слова имеют, там, допустим, татарское происхождение, либо азербайджанское происхождение, то в основном этимологических этих словарях это мы можем с вами увидеть. И, например, другие ученые, хочется тоже их обозначить, это у нас труды Рамзия Болгарова и Эльвира Исламова. Они исследовали тоже особенность функционирования тюркизмов в сравнениях русского языка, приводят очень интересные выводы и исследования. Если у вас будет потом пожелание, я с вами поделюсь, чтобы просто не занимать слишком много времени. Хочу отметить, что эти ученые, в принципе, тоже академические круги в основном тоже опираются на труды Юналеева, и зачастую они указывают о том, что опять татарские слова, либо тюркизмы, они в основном указывают бытовую лексику. Хотя мы с вами прекрасно знаем, и вот как раз тому подтверждение книга Еникеева Гали Рашитовича, это ученый-исследователь, хотя в академических кругах именно как филолог, возможно, как историк, не так отмечен, больше он как человек, который изучает историю, прежде всего, своих историю, как у нас принято говорить, малой родины и все, что связано с этим. А вот просто его книги татарские, в своей книге «Что и зачем скрыли от нас из истории Отечества», он останавливается, выделяет главу «Татарские слова в русском языке». Вот единственное, более профессионально написанная именно научная работа, можем увидеть у этого ученого, именно где называются уже все слова своими именами, именно что татарские слова в русском языке. И это как раз можем увидеть о том, что на самом деле татарские слова в русском языке – это не только определенный бытовизм, да, а именно что татарский язык сохранялся, особенно вот в период ордынской эпохи, привел здесь и слова, которые выражают и экономическую лексику, и законодательную лексику. Приводит пример того, что, например, слово до 17 века именно в России применялось слово «ярык», и судей в России называли ярыгами, и слово «ярык», старотатарского слова как «ярыгауче», кстати, в современном турецком языке так и «ярык», либо «ярдже», как судья, до сих пор употребляется данное слово, о том, что из-за, допустим, определенных событий, которые пытались сокрыть, и до сих пор тоже данные тенденции, мне кажется, сохраняются, влияние Золотой Орды, либо вообще как бы именно влияние, либо роль татарского государства, либо татарского языка в формировании российской государственности и всех институтов государственности, такие как и в военном деле, в экономике, в законодательстве. Поэтому эти слова тоже применялись и сохраняются в русском языке до сих пор. Многие люди даже не подозревают о том, что эти слова татарского происхождения, так как некоторые ученые показывают, что эти тюркизмы и много слов были уже приняты в русский язык в эпоху уже османо-русских отношений, а не то, что татаро-русских взаимоотношений. Но, тем не менее, мне кажется, данная сфера требует своего сейчас еще достаточно серьезного изучения. Тем не менее, думаю, молодые ученые работают над этими исследованиями, но тем не менее, к сожалению, язык Пушкина, либо Пушкин сам, который применял достаточное количество и
татарских слов, и об этом и писал, как и турецкие, и татарские слова. Те взаимоотношения, которые сохранялись, были между татарами, русскими, либо между Турцией и Россией, Османской Турцией, либо уже более поздней сферы, отражаются, те взаимоотношения, они все прежде всего отражаются на языке. Да, были времена, когда уже, например, татарский язык больше входил, оказывал влияние на русский язык и применялись эти слова, но те процессы, которые происходят в наши дни, либо до этого, которые были моменты, не хотелось бы, чтобы, допустим, татарские либо тюркские слова, например, слово басмач, да, допустим, басмач во многих этимологических словарях показывается, что вошел в русский язык именно с узбекского языка. И чтобы не было только отражением тюркских слов, только такие слова, как басмач, либо еще какие-то другие названия. Тем не менее, хочется, чтобы те этимологические слова, которые были изучены, и если это слово, да, трудно указать, допустим, где, от какого языка конкретно произошло именно вхождение. В принципе, в некоторых случаях это, возможно, и тяжело, но те, в основном, ну, прежде всего, это торговые отношения, которые были у русского государства либо российского государства с Казанским ханством, с булгарами, потом уже и с Османским государством, и потом уже и в советский период, и нынешнее время, которое происходит, мы видим, в принципе, процесс взаимовлияния языков – это двусторонний процесс, и невозможно его буквально как-то взять и отменить, либо невозможно как-то влиять на те процессы. Буквально хотел еще, завершая небольшой такой экскурс на тему татарских заимствований в русском языке, на страницах сайта «Русский мир», это информационный портал фонда «Русский мир», есть публикации, датируемые 29 октября 2013 года «Много ли тюркизмов в русском языке?». Здесь описываются и этапы, которые были в основном, прежде всего, это первый этап до Золотоордынской эпохи, потом Ордынская эпоха и постордынская эпоха. Вот три этапа вхождения тюркских слов, также мы говорим татарских слов в русский язык. Но мне хотелось привести небольшой такой кусок, который здесь есть в этой публикации. А здесь приводится как раз то, что как именно Афанасий Никитин, который написал свои «Хождения за три моря», свою поездку в индийское государство в 1466-1474 годах. И, как указывают именно авторы этой публикации, показывает, что это некий апофеоз проникновения тюркизма в русскую словесность. На самом деле, прочитав небольшой такой отрывок, да, возможно, на слух это, возможно, тяжело будет, но потом, если захотите, я с вами тоже поделюсь, но прочитаю небольшой кусок, отрывок из этой публикации. И здесь он пишет: «А иду я на Русь, мистер Иман, уруч туттум, месяц март прошел, и я заговел с бисерменом неделю, да, говел эсми месяц, меся эсми не ел, и ничего скромного, никакие ясвы бисерменскими я ел эсми по дважды на день хлеб да воду, а вратыля ятмадым». То есть переводится так, как «И иду я на Русь с думой, погибла вера моя, постился я бисерменским постом». Именно вот Оруч Туттум, здесь именно тот вариант Оруч Туттум, который сейчас именно от древнеосманского, современном турецком языке даже, который применяется. И дальше месяц март прошел, начал я пост с бисерменами в воскресенье, постился месяц, ни мяса не ел, ничего скромного, никакой еды бисерменский не принимал, а ел хлеб да воду 2 раза на дню, женщиной не ложился я. Вот именно как тоже описывает его, как именно авратыля ятмадым. Вот именно такой был язык,
и настолько настолько проник именно татарский, тюркский, можно сказать, тогдашний язык, русский язык, что в описании именно своей поездки именно применялись именно такие слова, такая лексика. Но, как мы видим, в современной России сейчас положение именно родных языков, других родных языков с каждым годом требует все больше и больше внимания, так же, как и русский язык ощущает влияние заимствования со стороны многих других языков, в том числе, прежде всего, и английского языка, когда наряду с русским языком сейчас именно английские либо другие иностранные слова вытесняют русские слова, особенно в сфере информационных технологий, торговли и так далее. Мы тратим свою самобытность. Это же самое касается и татарского языка. Хотелось, чтобы наши слова, они остались не только в словарях, но и изучалось молодежью, и изучалось и учеными, и самый главный вывод от нынешнего моего выступления я хотел, чтобы, еще раз акцентировав буквально 2-3 момента, еще раз напомнить о том, что первое – это о том, что тюркские, татарские слова, прежде всего, они вошли в русский язык именно устным путем, то есть через активный процесс коммуникации, что татары и русские активно контактировали друг с другом, и это был необратимый процесс. Это не тот процесс давления, что вы должны обязательно применять и использовать. Никакой идеологии не было. Была единственная потребность, и по этой потребности изучался татарский язык, применялся татарский язык, и татарский язык был языком межнационального общения. И русский язык, и как язык, как торговли, русские применяли, использовали и татары как в качестве и толмачей, переводчиков, и поэтому привозились очень много разных видов продукции, и как торговли, и другой, и поэтому их называли, и прежде всего, и через татарские слова они проникли и другие арабские, персидские слова на русский язык. Это самый первый момент. Второй момент о том, что татарские слова – это не только бытовые слова. Татарские слова, которые применяются в нынешнем русском языке, это и слова относительно и военной терминологии, то же самое, как слово как «ура», «караул», «исаул» и так далее. Также и как и экономики, так же как и тенге, денге, да, и также как слово, например, таможня, как и торговля, а то слово тамга, которое выдавалось при пересечении границы для разрешения торговли. Третий момент о том, что многие татарские слова, они именно настолько влились в русский язык, о том, что мы уже не можем, либо сами татары даже не могут определить, что это татарское слово, а наоборот, возможно, думают, что это русское слово, они используют в татарском языке. И четвертый момент о том, что данные темы требуют дальнейшего исследования, и хочется, чтобы молодежь исследовал эту тему и описали, и больше молодых людей и использовали и знали историю и взаимоотношений, и обогащения русского языка. И те же самые через эти публикации, через эти исследования, чтобы и русские исследователи видели, что татары обогатили русский язык, и оказали огромное влияние как для становления государственной, так и для становления русского языка, буквально спасая, как мы и говорили, да, в определенных исторических этапах, заполняя те пробелы, которые отсутствовали в русском языке, пробелы слов именно татарскими словами. Поэтому огромное спасибо за приглашение и внимание. Надеемся, что данная тема заинтересовала людей, и данная тема заинтересует еще
многих людей, возможно, найдутся потом желающие исследовать данную отрасль именно татарских слов в русском языке. И здесь, естественно, нужно быть осторожным, не голословно называть, что да, каждое слово там, допустим, да, это татарский, это татарское. Нужно с научным подходом изучить, выявить этимологию и дальше уже применять эти знания для повышения национального самосознания нашего народа. Спасибо.